Но это еще не все. В Назране на фасаде школы к 80-летию Победы нарисовали 3-метровый портрет Путина. Вот так это выглядит. Но открытие фасада, естественно, закончилось чем правильно? Очередным парадом детей. Вот что ты будешь делать? 3-метровый портрет Путина высотой почти в 3 Путина рисовали 2 месяца. Не знаю, зачем вам эта информация, но знаете, судя по результату на стене, можно с уверенностью сказать, что школа это не художественная, нет. Новость также умалчивает, кто именно рисовал портрет, трудовик или физрук. И самое главное, а кто принял это непростое решение испоганить стену школы? Думаю, что это риторические вопросы. В Серпухове на территории сельскохозяйственного предприятия «Дашковка» непублично открыли памятник Сталину. Почетное право открыть бюст Иосифу Виссарионовичу Сталину предоставляется генеральному директору акционерного общества «Дашковка» Виктору Ивановичу Таранину и скульптору, члену Союза художников России, профессору Российской академии живописи, ваяния из отчества Ильи Глазунова Илье Вячеславовичу Дюкову. Красиво, правда? Странно, что видео цветное. Черно-белым оно выглядело бы органичнее, отвечало бы времени. Тем более, что описание-то соответствует. В церемонии открытия приняли участие юноармейцы, ветераны и руководство предприятия. Что интересно, этот бюст появился в здании компании «Дашковка», которая занимается выращиванием овощей. Не знаю, возможно, расчет на то, что именно Сталин поможет им в этом году посадить картофель. Просто Иосиф Виссарионович был мастером посадок. Практически в то же время открыли памятник Сталину и в Вологодской области, в поселке Кадуй. Установили бюст Сталина рядом с бюстом Ленина у Краеведческого музея по инициативе КПРФ. Видимо, чтобы Ленину одному не было скучно. А возможно, они со временем хотят собрать всю коллекцию бюстов ЦК КПСС. Это уже второй памятник Сталину с тех пор, как регион возглавил Георгий Филимонов. А это, между прочим, очень знаковый и показательный персонаж для России. Это создатель нового термина – алкогольный терроризм. Город Волгоград. Аэропорт Губрак. Аэропорт Сталинград. Все просили меня обратиться к вам, Владимир, и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название. Аэропорт Сталинград. Прошу поддержать, Владимир. Кто обратился к вам? Ветеранское сообщество, ветераны и участники специальной военной операции. Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ, соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинград. Спасибо большое. Так и сделаем.